Уйгурские ученые космоса от международного признания до смертного приговора в Китае. Когда мы погружаемся в созерцание глубокого ночного неба, мы часто игнорируем энергию, приходящую из глубин Вселенной. На самом деле космическое пространство вовсе не спокойно. Как и на Земле, в космосе существует постоянно меняющаяся погода. Китай ежегодно запускает различные типы пилотируемых аппаратов в космос. Когда эти аппараты сталкиваются с высокоэнергетическим радиационным излучением, их работа часто нарушается. Происходит снижение производительности или даже полный выход из строя, что создает серьезную угрозу безопасности полетов. Чтобы решить эту проблему, уйгурские и китайские ученые создали на уйгурской земле настоящий центр медицинского осмотра для космической техники. Здесь моделируется воздействие космической радиации на компоненты спутников и зондов. Чтобы раскрыть тайну этого центра, мы отправляемся в Урумчи, столицу уйгурской автономии. Этот город стал настоящей кузницей кадров уйгурских ученых. Перед вами первый в мире протонный ускоритель с непрерывно регулируемой энергией от 10 до 60 мегаэлектронвольт. Он способен имитировать повреждения, вызванные высокоэнергетическими частицами в космосе. Теперь научные испытания можно осуществлять прямо на Земле, проводя строгий медосмотр электроники перед запуском. Ключевые компоненты китайского спутника Эйнштейн и зонда Чинье-7 прошли проверку именно на этом ускорителе с помощью уйгурских ученых. Как же именно проводится этот осмотр? Центр состоит из источника протонов, линейного инжектора, синхротрона и испытательных терминалов. Протоны ускоряют до энергии 60 мегаэлектронвольт. Это примерно 1/3 скорости света. Затем компоненты космического аппарата размещают на испытательном терминале. Пучок протонов облучает их, вызывая смещение атомов и имитируя космическую радиацию. Раньше в Китае не было подходящих условий для такого моделирования. Теперь в Урумчи есть первый в мире ускоритель в диапазоне от 10 до 60 мегаэлектронвольт. Он восполняет важный пробел и надежно защищает космическую технику. За всем этим стоят талантливые уйгурские ученые, как в области радиационной физики, так и в астрономии. Помимо легендарного Эркин Садыка, ведущего инженера НАСА, есть много талантливых уйгурских ученых внутри страны. Среди них профессор Ташпалат Тайип, эксперт по дистанционному зондированию Земли из космоса и экс-президент Синьцзянского университета, Мурат Мамут, астрофизик, изучающий пульсары, Маматришат Мамат, специалист по наноматериалам и радиационно-стойким покрытиям, Халида Или, исследовательница радиационной стойкости материалов. В Синьцзянской астрономической обсерватории работают уйгурские ученые мирового уровня. Профессор Яркин Исимбек занимается радиоастрономией, холодной пылью в галактиках и пульсарами. Профессор Али Исамидин специализируется на оптической астрономии, переменных звездах и экзопланетах. Парида Хашим – исследовательница физики Солнца. Здесь же работают Абдусаттар Курбан, Нурмангуль Нурмамат, исследования кварковой материи. В университетах Синьцзяна развитие космической науки обеспечивают. Мамаришат Мамат признан лучшим экспертом года в одном из главных мировых журналов по нанотехнологиям «Нанотехнологи», Британский институт физики. Патигуль Нурмамат и Аблат Аблис – транзисторы нового поколения. Ширали Майматимин – нанотрубки, Абликим Убайда, Мехригуль Абдулахат, Парида Хазрет, Пайшигуль Турсун, АЛЕТ технологии. Их знания и ежедневный труд помогают развивать науку в уйгурской автономии и обеспечивать успех китайских национальных космических программ. Под руководством опытных наставников молодая команда уйгурских аспирантов решает сложнейшие задачи. Уйгурские ученые получили признание во всем мире. Урумчинский институт стал важной технологической платформой для всей космической промышленности Китая. Однако в уйгурской автономии даже исследование космоса – это тоже политика. Международное признание уйгурских ученых не остановило коммунистические власти Китая от преследования уйгурских диссидентов. История ареста академика Ташпалата Тайипа – это одна из самых громких и трагичных страниц в современной истории уйгурской интеллигенции, которая вызвала огромный резонанс в мировом научном сообществе. До 2017 года Ташпалат Тайип был лицом академического успеха в уйгурской автономии. Он занимал пост президента Синьцзянского университета, самого престижного вуза уйгурской автономии.
Был всемирно признанным экспертом в области спутникового мониторинга и дистанционного зондирования. Имел почетную докторскую степень от самого престижного и старейшего университета Франции и тесно сотрудничал с европейскими учеными. Исчез в 2017 году. В марте того года Ташполат Тайип вместе с группой студентов и преподавателей отправился в Германию на научную конференцию. Однако прямо в аэропорту Пекина перед вылетом он был задержан. После этого связь с ним прервалась, и он фактически исчез из публичного поля. Тайный суд и приговоры. Долгое время о его судьбе ничего не было известно официально. Позже через правозащитные организации поступила информация. Ташполат Тайипа обвинили в сепаратизме и двуличности. И в ходе закрытого, тайного, судебного процесса он был приговорен к смертной казни с отсрочкой на 2 года. Реакция мирового сообщества. Арест уйгурского ученого такого уровня шокировал коллег по всему миру. Правозащитники и ученые запустили глобальную кампанию по его спасению. Французское географическое общество и сотни ученых из США и Европы подписывали петиции, требуя прояснить его местонахождение. Председателю Си Цзиньпину. Китайская Народная Республика. 13 сентября 2019 года. Остановить казнь известного ученого Ташполата Тайипа. Ваше превосходительство. Я пишу вам от имени сети «Ученые в зоне риска», чтобы выразить глубокую обеспокоенность тем, что доктор Ташполат Тайип, известный ученый и ректор Синьцзянского университета, может быть казнен по истечении 2-летней отсрочки его смертного приговора. «Ученые в зоне риска» — это международная сеть, объединяющая более 500 университетов и колледжей в 39 странах. Наша деятельность направлена на защиту прав человека, ученых по всему миру, а также на повышение осведомленности и уважения к принципам академической свободы и составляющим ее свободам выражения мнений, убеждений, мысли, ассоциаций и передвижения. В таких случаях, как дело доктора Тайипа, связанных с предполагаемым нарушением этих свобод, наша организация проводит расследование, надеясь прояснить ситуацию и добиться благоприятного исхода. Доктор Тайип опубликовал 5 книг и более 200 научных статей, а также руководил 17 национальными и международными исследовательскими проектами. Прежде чем занять пост ректора Синьцзянского университета, доктор Тайип был деканом географического факультета университета. 31 марта 2017 года университет объявил на своем веб-сайте, что доктор Тайип был снят с должности ректора без объяснения причин. После этого объявления доктор Тайип исчез. Согласно сообщениям, он был задержан в аэропорту Пекина во время поездки в Германию с группой студентов для участия в конференции. В 2018 году сообщалось, что в полицейском фильме, показанном студентам и преподавателям, говорилось о том, что доктор Тайип был осужден и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения по обвинению в сепаратизме. По имеющимся у нашей сети данным, судебный процесс проходил в тайне, и источники теперь предполагают, что этот приговор может быть приведен в исполнение в ближайшее время, так как 2-летняя отсрочка подходит к концу. Мы будем признательны за любую дополнительную информацию, которая могла бы объяснить эти события. В отсутствие таковой, вышеизложенные факты позволяют предположить, что доктор Тайип был арестован и задержан в связи с ненасильственным осуществлением академической свободы, свободы выражения мнений и свободы ассоциаций, действий, которые прямо защищены международными инструментами в области прав человека. К ним относятся Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах, участником которых является Китай. Помимо вреда самому доктору Тайипу и его семье, подобные инциденты оказывают сдерживающее воздействие на академическую свободу и свидетельствуют о попытках подорвать академические сообщества. Поэтому мы почтительно призываем вас немедленно вмешаться, чтобы остановить казнь доктора Тайипа, обеспечить его безоговорочное освобождение и снять любые обвинения, вытекающие из его мирного осуществления права на академическую свободу. До этого момента мы почтительно призываем вас раскрыть его местонахождение, обнародовать предъявленные ему обвинения, немедленно обеспечить его благополучие в тюрьме, включая гуманное обращение и доступ к медицинской помощи, книгам, адвокату и семье. Также просим гарантировать, что его дело будет рассматриваться в соответствии с международно признанными стандартами надлежащей правовой процедуры и условий заключения, в соответствии с обязательствами Китая по международному праву. Благодарим вас за внимание к этому важному вопросу и с нетерпением ждем вашего ответа.
Искренне ваш. Роберт Куин. Исполнительный директор. Копии направлены Майку Помпео, государственному секретарю Соединенных Штатов Америки, Мишель Бачелет, Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, Ван И, министру иностранных дел Китайской Народной Республики, Терри Бранстеду, послу Соединенных Штатов Америки в Китае, Цуй Тинькаю, послу Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Америки, Чэнь Цуаньго, секретарю партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района, Фалунь Цзюню, директору Бюро тюремного управления Синьцзян-Уйгурского автономного района. Обращение европейских ученых. Его превосходительству господину Си Цзиньпину, председателю Китайской Народной Республики. Уважаемый господин председатель, от имени всех моих коллег, членов конференции ректоров Чехии, я хотел бы со всей скромностью просить вас о срочном вмешательстве, чтобы предотвратить угрозу казни профессора Ташпалата Таипа, жизнь которого находится в опасности в любой момент. Профессор Ташпалат Таип занимал пост ректора Синьцзянского университета, когда в марте 2017 года он был задержан в аэропорту Пекина во время поездки в Германию вместе с группой студентов для участия в конференции. С тех пор он содержится под стражей без связи с внешним миром, и его местонахождение неизвестно. Он был признан виновным в сепаратизме в ходе тайного и крайне несправедливого судебного разбирательства. Приговоренный к смертной казни с отсрочкой исполнения, которая предусматривает возможность смягчения наказания после 2 лет тюремного заключения при условии отсутствия других преступлений, в настоящее время он столкнулся с угрозой немедленной казни. Я призываю вас немедленно остановить планы по приведению в исполнение смертного приговора Ташпалату Таипу и безоговорочно освободить его, за исключением случаев, когда имеются достаточные заслуживающие доверия и допустимые доказательства совершения им международно признанного преступления, и ему будет обеспечено справедливое судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами. Профессор Таип является выдающимся академиком, лауреатом почетной степени Университета Сорбонны, а также ректором университета, олицетворяющим честность своего высшего учебного заведения и служение академическому сообществу на протяжении всей своей блестящей карьеры профессора. Я искренне верю, что освобождение профессора Таипа стало бы благородным жестом, демонстрирующим ваши качества как лидера нации, а также свидетельством уважения вашей страны к человечеству, расширению человеческих знаний в науке и благотворному влиянию образования на социально-экономические условия как в Китае, так и за его пределами. От имени конференции ректоров Чехии. Профессор Петр Скляничка. Председатель конференции ректоров Чехии, Прага, 9 октября 2019 год. Судя по тому, что китайские СМИ не опубликовали покаяние уйгурского патриота, Ташпалат Таип даже под страхом смерти не отказался от своих взглядов. Выдающийся уйгурский академик, профессор Ташпалат Таип, стал символом уйгурского ученого и патриота. Коммунистические партии не вечные, а в памяти уйгурского народа Ташпалат Таип навсегда останется национальным героем.